Студотряды получили поддержку. Соответствующий законопроект приняло Государственное собрание Башкортостана. Обсудим детали и текущую ситуацию вместе с гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня с нами член Общественной палаты Башкортостана и командир студенческих отрядов Башкортостана Ирина Сухарева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какую поддержку вам теперь дали на законодательном уровне, в чем она заключается? Ну, на самом деле, мы очень рады, что такой закон принят, и поддержка осуществляется, там два пункта по поддержке. Это информационная поддержка и поддержка тех людей, которые поддерживают движение студотрядов, скажем так. Не дословно, но можно почитать, да, там все это расписано. Вот. Ну и плюс очень радостно, что мы теперь вроде молодежной организации, да, но у нас есть свой закон в республике, это так приятно. Как это повлияет на работу? На нашу работу? Я думаю, что повлияет только в том случае, если вдруг кто-то скажет, что ну и что, да, как вам помочь? Мы сможем сказать, у нас есть закон, и ребятам, когда будем говорить, вступайте к нам в отряды, будем говорить, у нас есть свой закон. Это, ну, такая дополнительная, скажем так, положительная вещь. А по сути, мы как работали 24/7 без выходных, так и будем продолжать работать 24/7 на благо молодежи нашей республики. Ну, движению студенческих отрядов Башкортостана уже 5 лет. Сколько сегодня у вас активистов, да, и основные какие направления вы ведете? В связи с пандемией, конечно, нас стало чуть поменьше. Я скажу так, трудоустроенных было поменьше этим летом. А ребята также много осталось. Нас порядка 3000 человек. Кто-то есть в реестре организации, кто-то просто как ребята, которым нравится это движение, с нами участвуют в различных мероприятиях, потому что у нас не только трудозанятость в летний период времени, скажем так. Мы работаем круглый год, у нас помимо занятости летом очень много разных мероприятий. Это и культурно-массовые, и спортивные, и соревнования, и окружные школы, региональные школы командных составов. Ну, вот много таких моментов. Поэтому нас в среднем 3000 человек. Угу. Ну, в коронавирус вообще очень много студентов-волонтеров было, да? Какая атмосфера вот царила у вас в организации? Мы перешли в онлайн, очень даже неплохо. В этом плане работаем с мышлением конкретно. Есть у нас свой проект, который называется «Близкие люди». И это семьи, которым мы оказываем всестороннюю помощь, систематическую в течение года. Мы этим семьям оказывали помощь также. Возили продукты питания, бытовую химию, канцелярию, игрушки детям, одежду. И наши ребята занимались с детьми как репетиторы онлайн бесплатно. Вот, таким образом подключились. Ну, плюс несколько дней участвовали как автоволонтеры, когда нужна была помощь в развозе продуктов питания. До сих пор оказываем помощь, потому что я говорю же, что мы за системную работу. То есть не просто разово пришли, помогли кому-то, да, чтобы галочку поставить, а от души. Вот. Ну и радует то, что ребят больше увлекает. Сейчас у нас и первокурсники в Уфе и в республике, да, кто уже увидел, что они студенты, хочет чем-то дополнительно заниматься, поэтому принимаем ребят. Что для этого нужно сделать? Хотела в конце программы спросить, но давайте уж раз речь Для зашла. этого в каждом учебном заведении есть представительство, плюс мы очень активно работаем онлайн. Нам можно просто написать, что я хочу прийти к вам в студенческие отряды, мы уже или онлайн, или офлайн отрабатываем, куда хочешь, давай посмотрим, какое направление, все это рассказываем. Потом студент пишет заявление о приеме и уплачивает членский взнос, и участвовать во всех мероприятиях. Ну, есть и коммерческие отряды, и есть волонтерские, да? Расскажите поподробнее, пожалуйста. 2 года назад мы, 5 лет назад мы начали заниматься отрядами, мы думали, что мы покорим весь мир, все сразу будет у наших ног, да, и все остальное, вот. С годами поняли, что не стоит ждать финансовой поддержки, да, что можно самим всего этого добиваться. Вот 2 года назад мы открыли детский центр в микрорайоне Дема, сейчас уже открываем филиал в центре города. Есть проекты, которые стали сами себя обслуживать, скажем так. Это у нас коммерческие отряды. У нас есть единственный в стране отряд нянь, они называются игроняни, это девчонки, которые приходят, играют с детьми. На дом? Вот, на дом, да. Ну, или куда-нибудь, какой-нибудь центр детский, да, просто сидят с детьми. Вот. Плюс это наш мастерок, плюс диспетчерская студент, это подработка для молодежи, плюс мы сейчас прописываем проект «Игры-репетиторы», потому что поняли, что у многих деток 7-8 лет снижена мотивация к обучению. Вот. Такие проекты продумываем, прописываем вместе с ребятами, и потом уже думаем, как сделать так, чтобы этот проект жил. Не просто как идея один раз что-то сделать, а именно он сам себя обслуживал, полностью такие вот мини-бизнес
организации, да, в студенческих отрядах возникают. Это очень здорово, это прям нас радует. Поэтому, да, закон принят без финансовой поддержки, но мы сдаваться не будем. Мы, конечно, очень надеемся на нее все равно, потому что много некоммерческих проектов, которые где-то провисают, где-то нет. Но коммерческие наши отряды будут жить однозначно. Вот для работы в этих бизнес-моделях, которые вы назвали, какую подготовку проходят студенты? Студенты проходят настоящую школу жизни. Вступив в студенческий отряд, каждый человек становится бойцом студенческих отрядов. Он прям как настоящий боец, учится понимать, что такое тайм-менеджмент, ораторское искусство, ведение переговоров, как успевать. Ему же еще учиться надо, да, он же поступил, чтобы хорошо вуз закончить. Я бы сказала, что ребята, которые в отрядах, они как раз-таки довольно-таки неплохо учатся, потому что умеют подтягиваться. Ну и плюс они учатся работать в коллективе. Коллектив всегда помогает, да, где-то подтянуться по учебе, где-то подтянуться по личным качествам, поэтому настоящая школа жизни. Потом они, когда понимают, что хотят дальше, могут стать комиссаром отряда, командиром отряда, потом выйти на уровень штаба, потом прийти на уровень регионального штаба, где мы работаем. Ну и плюс, если они выпускаются, вот у них есть такая площадка огромная. Это как такая экосистема, да, я выпускаюсь, но не хочу с вами прощаться. Хорошо, приходи, вот у нас есть детский центр, вот у нас есть подработка, проявляй себя везде, где хочешь. Если человек хочет не сидеть ровно на стуле, а работать и получать результат, то он будет, и он делает. И такие примеры у нас есть. И семьи отрядные есть, и дети уже отрядные. Ну, без этих навыков, конечно, точнее, с этими навыками будет намного проще. Намного проще, намного проще, да. Игры репетиторов, вы уже сказали, что это новое направление. В чем оно заключается? Это ребята, которые будут работать именно с детьми 7-9 лет. В игровой форме они будут с ребятами прорабатывать задачи, а также письмо, азбуку, да, и все остальное именно в игровой форме. То есть через игры доводить до детей то, что, ну, вот задачку можно было решить вот так. Легко. 30 сентября состоится слет. Что это из себя представляет такая акция и внимание к чему хотите привлечь? У нас ежегодно проходит слет студенческих отрядов. В этом году в связи с пандемией он будет в урезанном формате. Будут одновременно площадки работать, но до 50 человек со всеми средствами индивидуальной защиты, да, и по всем правилам. Вот. В этот день мы обычно подводим итоги летнего трудового семестра. Мы вручаем благодарственные письма тем ребятам, которые хорошо себя проявили. Плюс мы будем дискутировать по поводу того, какая зарплата хорошо, потому что очень много случаев мы встречаем на практике, когда работодатель не хочет платить заработную плату, либо работодатель говорит, пойдем без договора работать. Такое, к сожалению, тоже есть. И мы хотим донести и до ребят, и до общественности, что лучше все-таки по правилам. Вот. Плюс у нас пройдут перевыборы. У нас с должности уходит командир регионального штаба, а там дальше посмотрим уже, что будет. Как-то так. Выборы — это всегда интересно. Да, да. Трудоустройство студентов — это одна большая такая тема. Понятно, что вы предлагаете и на своей площадке, да, иметь возможность получать деньги за работу. Но как выглядит картина в масштабах республики? По поводу трудоустройства студентов. Ну, я бы сказала так. Когда ребята трудоустраиваются вместе с нами, да, весь путь проходит, у них есть за спиной такая поддержка юридическая. Потому что мы сами ходим, если вдруг какие-то неувязочки есть, да, сами ходим, защищаем их права, консультируемся с юристами, с бухгалтерами, очень много с кем консультируемся, помогаем документально. Плюс ребята, которые в отрядах уже трудоустраиваются на работу, у них, конечно, появляется трудовая книжка, трудовые договоры срочные, да, то есть этот момент, он хорошо здесь очень отслеживается. Когда человек сам трудоустраивается, конечно, много кто у нас трудоустраивается, особенно в летнее время на подработку и без нас, но их тоже довольно-таки хорошее количество, но мы, к сожалению, ими вплотную заниматься не можем, потому что своей работы у нас очень много. Плюс работодатель, когда берет на работу членов именно нашей организации, он не платит налог в пенсионный фонд. Угу. Ну, очень такое интересное. Да, благодаря этому он может студентам зарплату выше сделать, может им обеспечить проезд, медосмотр. А это работодатели только из Башкортостана, либо из других российских регионов тоже? Из других регионов тоже. Вообще наша организация, она общероссийская, в каждом регионе свои руководители, свои региональные штабы. Вот. Ну и, например, у нас есть башкортостанский работодатель, а объект, например, находится в Новом Уренгое. Вот так в этом году мы реализовали проект межрегиональную молодежную стройку «Северное сияние», где работали 15 студенческих отрядов из разных регионов нашей страны. Ну и кроме того, на юге, видимо, тоже есть, да? В Ялте тоже работают ребята, в Ялте, в Краснодарском крае, да. До сих пор наши ребята еще некоторые не вернулись. Они работают у нас в качестве обслуживающего персонала в отеле «Ялта Интурист». Очень им там нравится. Конечно, они понимают, что на море ехать
и работать, да, это совершенно разные вещи, потому что работа все время. Вот. Ну, у них там есть выходные, но понимают, что такое труд. Но, тем не менее, это тоже отличная возможность узнать мир с другой стороны, нашу страну Да, тоже. да, конечно. Ирина, скажите, пожалуйста, до конца года какие главные задачи будут выполнены по студенческим отрядам, чем могут помочь те студенты, которые еще только собираются к вам присоединиться, и вот планируемое? Ну, наши цели и планы, конечно же, огромны. Мы такие мечтатели. Мы очень любим придумывать, генерировать и все остальное. На данный момент у нас очень важная задача начать формирование на 2021 год. С Министерством молодежи, политики и спорта Республики Башкортостан мы уже начали формирование реестра работодателей, добросовестных и недобросовестных, с которыми мы уже имели дело. Также реестр студенческих отрядов, который мы ведем ежегодно, мы теперь будем вести его более официально, потому что в законе о студенческих отрядах это прописано. Сейчас мы формируем такой, знаете, попечительский совет, координационный совет, который будет координировать работу студенческих отрядов. Там вот представители министерств, ведомств и представители от нашего регионального штаба тоже. То есть работа у нас просто непочатый край всегда. Кто любит работать, тот работу себе придумает. Вот. Спасибо большое, Ирина. Я напомню, что гостем программы интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения была член Общественной палаты Башкортостана, командир студенческих отрядов Башкортостана Ирина Сухарева. И мы говорили о новом законе в поддержку студенческих отрядов и о том, как работают студенты. Оставайтесь на БСТ.